Калим, да? Отлично. А когда я начну делать? Около полуминуты, наверное, да? Ну что ж, друзья, хочется вот себя немножко сразу увидеть в трансляции. Это задержка идет где-то с полминуты. Кажется, фон можно включить или пусть остается. Я не четкий. По жизни я вообще-то четкий, но здесь в изображении я немножко нечеткий. Сегодня буквально я немножко просто вступление сделаю, подожду около минуты, 3-4, наверное, да, пока зрители заберутся. Мы везде анонсы отправили, и в 15:30 мы уже стартанем, да, Николай, как считаешь? Вот, стартанем. Вот зайдите, пожалуйста, в sakhainnovation.ru/live, там прям с чатом YouTube стоит, либо прямо в YouTube, и в чате попробуйте что-нибудь написать. Так. Ну что ж, сейчас я сделаю скриншот небольшой, пока мы ждем. Так. Отлично, я отправлю в группу, чтобы все пришли. Если вы смотрите в записи, смело мотайте 4 минуты, и мы начнем как раз через 4 минуты. Так. Так, наверное, Инстаграм тоже я включу, чтобы люди потом злятся, говорят, почему не объявили. Так. Буду без фона. Ну, окей. На самом деле фон у меня такой, не такой красивый лес, как в YouTube. Всем привет. Так. Всем привет. Евгений, я договор готовлю. Сегодня буквально в течение 2-3 часов, я думаю, тебе отправлю. У нас еще 3-минутная выдержка, и мы начнем. Здесь вот, так как я сижу на зеленом фоне, здесь есть размыватор, и, честно говоря, в YouTube я вижу, насколько сильно размывает меня в целом, да, и лицо. Надо настройки поменять, кажется, Николай, а то я там как размазня сижу, такой размытый. Вот. У нас буквально 3 минуты до старта, 2,5, и мы начнем уже вещание в рамках выставки изобретений, инновационных технологий Sakhain Innovation. Вот. О, класс. У меня сейчас будет такая поучительная вещь. Вот так, штатив. О, класс, я могу на одном уровне говорить теперь. Да? Длинную это все. Можно было сюда прям куда-то. Мешает. Немножко сбоку. Так. Не штаны было видно, Да, прошу прощения. Мы в лайв-режиме все это хотим в полете отрегулировать. Я вижу свой телефон. Если вы заметили, у меня из 3 камер айфона одна камера разбита. Она была разбита героически на фестивале кино Либре. Случайно совершенно в кармане находилась, в чехле. Я ударился немножко ногой так, тихонечко об край стола, об угол стола. И ровно так совпало, что в оптику попал в угол, и камера разбилась. Мало людей, у кого есть iPhone именно вот с одной камерой разбитой. Таким образом, у меня, по сути, iPhone не Pro, а просто 11. Потому что вот широкоугольная камера. Дверь очень успешно шумит.
Как моторчик. Так, перестало. Через 1 минуту, даже меньше, мы уже стартуем. И задавайте свои вопросы в Инстаграм у меня на странице, да, proto.sergey, и на YouTube странице. Я вижу уже вот люди пишут. Люба, привет тебе из другой комнаты, да, проверка. QWERTY, это, видимо, Николай, я чувствую, что это Николай. Или кто это? О, спасибо. Спасибо. Жалко, вы не видите Любу. Люба, как жизнь? Классно? Супер. Итак, дорогие друзья, Республика Саха-Якутия, наши друзья, соседи из дальнего зарубежья, кто подключился или видит это к прямому эфиру, или видит это в записи. Итак, мы начинаем. У нас сейчас проходит в онлайн-формате выставка инновационных технологий, инновационных разработок, в основном резидентов IT-парка и резидентов технопарка Якутия, еще, я думаю, некоторых партнерских команд и компаний. И выставка называется Саха Innovation, инновации Саха. Да? Саха – это само название народа якутов. И вот Якутия, получается, это Саха, Республика Саха, Якутия. И вот Саха Innovation, SI. Этот логотип был когда-то разработан таким образом, что у нас есть очень такие в Якутии традиционные рисунки, да, где изображается дорога, тропинка, лесная тропинка, Валас, да, это долина, тропинка, она такая вот извилистая. И вот буква «С» обозначает как раз эту тропинку, что не прямой дорогой ко всему приходит, и что везде есть сложности свои, и при этом можно весьма экологично пройти этот путь. И I – это буква И с точечкой, она во многом символизирует серге. Серге – это символическое дерево, такое бревно, скажем так, большое, которое устанавливается обычно недалеко от входа в дом, где привязывают лошадь, коновязь, да, дерево коновязь. Оно обрело такой сакральный смысл для Саха, для якутов, и обозначает территорию, обозначает в том, что это обжитое место и прочее. И вот мы, организаторы, и как и все, кто вот идейно в это вкладывался, в том числе я, и вот мы хотели бы, чтобы эта выставка служила таким ориентиром и таким отсечением раз в год хотя бы, да, чтобы мы видели, чего достигают ребята, вот мы в том числе в рамках в такой стезе, как инновации. Инновация – это боль, сразу скажу, да, и вот в этой болезненной сфере мы работаем. Вот, ваши вопросы, проще какие-то пожелания, как у вас погода, все пишите в комментариях. Очень хочется, чтобы контакт был такой более живой, не хочется быть просто говорящей головой этой цифровой голове, камере, поэтому активно пишите, задавайте вопросы. Итак, перейдем к теме, к сегодняшнему выступлению. Меня зовут Сергей Протопопов. Меня пригласили выступить на тему, как продавать свои товары и услуги, соответственно, на всю Россию, СНГ и по миру. То есть, если вы хотите продавать свои услуги, свои товары и готовы делать это не только в Якутии, не только в одном регионе, но вы хотите делать это на территории всей России, может быть, других регионов, соседних регионов, или на всю Россию, на центральный регион, например, да, и выйти еще больше, еще дальше, в Белоруссию, Казахстан, Украину, СНГ, то есть страны Содружества, да, и дальше уже по миру вы хотите, да, в Китай поставлять, может быть, что-то, да, хотя в основном как из Китая только мы закупаем, и в США поставлять, в Европу, какие-то зарубежные страны, то и если вы хотите там продавать, то это видео будет для вас. Мы будем сегодня говорить про 3 основные такие блока информации. Я постараюсь дать где-то за полчаса 40 минут, и уже в зависимости от дискуссии, которая возникает, будем смотреть, как у нас, может быть, чуть-чуть дольше будет, да? Вот. И за эти 30-40 минут я постараюсь рассказать, немножко дать мотивации на действие. Такую мы мотивационную часть, я думаю, вставим в сегодняшнее выступление. И попытаюсь дать такое пошаговое руководство, хотя бы в 3 шага, которое бы позволило вам выйти в рынки, да, которые вам нужны на Россию, на СНГ, на мир. 3 шага, которые
позволяют выйти на любой рынок и попробовать хотя бы, да, в первом режиме. Мы сегодня говорим не про масштабные продажи, наверное, да, а про продажи, которые про продажи, которые вообще хотелось бы попробовать начать и осмелеть, скажем так. И попробуем сегодня рассказать, что такое мультилокализация бизнеса, когда вы своей небольшой, возможно, командой можете достаточно хорошо локализироваться, успешно локализироваться и продавать свои товары и услуги на разные страны и регионы, да, соответственно. Вот, про разные уровни мы будем скакать, они во многом относятся к любому из уровней, то есть если вы хотите на другие регионы выйти, на всю Россию выйти, на СНГ выйти или на мир. Они очень похожи, на самом деле, друг на друга, в принципе, действий. И попробую об этом сказать. Познакомимся. Меня зовут Сергей Протопопов, я сегодняшний спикер. Вот, я не являюсь каким-то тренером или коучем, но при всем при этом даю довольно много советов, довольно много выступаю, и практических советов. Я юрист по образованию, экономист, юрист, и моя сфера деятельности, вот последние 15 лет, профессиональная сфера деятельности, она касается во многом консалта, то есть я действительно профессионально даю советы за деньги, бывает, да, и мне оплачивают или оплачивали раньше за консультации там 30 тысяч рублей в час, например, да, это вот несколько лет назад была такая такса, 30 тысяч рублей в час, и можно было покупать там пакеты в 10 часов. То есть я постараюсь сегодня дать это все бесплатно, и я открыт к этому, я надеюсь, что какую-то ценность я вам дал, вот, чтобы вы удержались и смотрели эту трансляцию или запись этой трансляции. Вот, где я работаю? Я работаю официально, работаю в компании, которую я сам основал и являюсь основным учредителем. Компания называется Бунтар, ООО «Бунтар». Мы холдинговая структура, то есть у нас несколько компаний, но основное наше название – это Бунтар. И главная компания, скажем так, Бунтар. Мы занимаемся видеостриминговыми технологиями, мы IT-компания прежде всего, и у нас есть монопродукт, то есть тот продукт, на котором мы зарабатываем, и который мы продвигаем, на который мы надеемся, хотим его масштабировать. Вот. И я о нем тоже постараюсь как-то вплести в мое выступление и в наш разговор с вами, и постараюсь как-то это рассказать. Затронете ли вы направление дропшиппинг? Если бы я знал, что такое дропшиппинг, мне очень много рекламы попадается про дропшиппинг. Что вы имеете под этим в виду, Андрей, напишите, я постараюсь сказать, относится к тому или нет. В целом, какой у нас опыт сейчас, почему мы сейчас выступаем про тему, как продавать свои товары на Россию, СНГ и по миру. Дело в том, что мы являемся онлайн-платформой, и для того, чтобы продвигать эту онлайн-платформу и вообще научить работать с ней, мы работаем с компаниями, которые продают товары. И в том числе заключаем партнерские контракты, в рамках которых получаем какие-то товары, например, книги, да, которые мы продаем в итоге уже как команда, как креативная команда. Мы придумываем различные маркетинговые ходы, придумываем разные структуры сделок для того, чтобы заключать контракты и дистрибьюторские контракты, например, и продавать их массивно по всему миру. И в России в частности. Да? И почему мы отделяем Россию от остального мира? Потому что все-таки наш хоум-рынок – это сейчас Россия, мы находимся в России, мы говорим по-русски, и товар наш в основном направлен на русскоязычную аудиторию. Это прежде всего Россия и затем уже СНГ, поэтому это наш хоум-рынок, да, хоум-маркет. Вот. Домашний рынок. И мы продали за последние 3 месяца, за полгода, да, если так взять, за 3 месяца был разгон, сейчас уже такой велотекущий в связи с ковид, наверное, можно сказать. И мы продавали, например, книгу Оскара Хартмана, есть такой предприниматель, инвестор, CarPrice, Activo и прочие разные проекты, наверняка вы слышали о них, о каком-то из них, там, например, один из основных акционеров был Озон, сейчас член совета директоров Альфа-банк и, кстати, член совета директоров Бунтар. Вот он зашел к нам как член совета директоров, он не партнер, как учредитель, он не покупал доли компании, он просто наш ментор и член совета директоров. У нас есть такое образование, коллегиальный орган управления нашей компании. Вот. И Оскар Хартман издал книгу в партнерстве с нами, с Евгением Ковешниковым, главным редактором. И эта книга полностью продвигается и продается нашей командой, в том числе на платформе Бунтар Лайв, главным образом на платформе Бунтар Лайв.
вот, но не исключая там Wildberries, Озон и прочие платформы. И мы продали вообще в сфере не художественной литературы, то есть не про Гарри Поттера, да, книги, non-fiction, так называемые книги, они продаются экземплярами в 3000 штук за полгода. И это считается уже успешный кейс, вы молодец, вы успешный автор non-fiction книг, не художественных книг, и вы можете себя называть теперь уже, ну, как бизнес-литератор или еще что-то такое, да, non-fiction. Вот. И мы за 3 месяца продали около 60 тысяч книг, то есть не 3 тысячи, а 60 тысяч книг. При этом 17,5 тысяч мы на предпродажах только сделали. То есть проект книги Оскара Хартмана самоокупаемый с самого начала. И я бы хотел в сегодняшнем выступлении вам рассказать тоже, как сделать так, чтобы протестировать рынок, выйти в рынок таким образом, чтобы вам не пришлось туда миллион рублей или даже сотни тысяч рублей вкладывать, не зная, во что вы вкладываете. Вот по книге, да, был риск, но он был минимален за счет того, что мы делали предпродажные ходы, и 17,5 тысяч книг были проданы еще до выпуска книги. То есть у нас еще книги такой, как таковой не было, она еще даже не была полностью написана. И мы продали 17,5 тысяч экземпляров, что уже в 7-8 раз выше, чем норма по рынку для успешных книг. Сейчас мы книга номер 1, бестселлер номер 1 по версии AST Exmo, и вот нам удалось его продавать. Мы доставили с помощью Bundar Delivery. У нас в холдинге компании есть компания, которая занимается доставкой на Россию, на мир. И мы доставили уже сейчас около 46 тысяч бумажных изданий, вот на сегодняшний день, если взять. И доставили мы не просто по России или по СНГ, мы доставили в 70 стран. 66 стран было на отсечке 2 недели назад. Я думаю, сейчас уже это 70 стран. Несмотря на то, что сейчас, да, границы закрыты, все равно какая-то доставка идет, по чуть-чуть, с большим трением, но идет. Ну вот, начиная с 20 декабря, то есть предновогодняя суета, мы начали доставлять эти книги, и на сегодняшний день доставили 46 тысяч книг. Кроме этих книг мы доставляем и продаем книги таких авторов, как Михаил Филяев, например, он про психосоматику пишет, ну и разных других авторов. Некоторых авторов книги, названия не хотелось бы в эфире назвать, там такие волшебные, не буду говорить, вы можете просто на Bundar зайти, найти, наверное. Вот. В общем, мы уже доставляем, у нас уже есть определенный опыт в этом, и он достаточно свежий. Мы не делаем это там десятки лет, мы делаем это не так давно и в новых реалиях. Поэтому я надеюсь, что мой опыт будет релевантен для вас, для людей, которые сейчас хотят стартовать продажи на зарубежный рынок и на другие. Я немножко отвлекусь на комментарии. Так, дропшиппинг, электронная коммерция. Окей, если в этом смысле, то да, мы платформа Bundar Live, которая позволяет как раз именно дропшиппинг этот осуществлять, если вот вы в таком смысле понимаете, да? Мы даем что, да, за один день, за один рабочий, даже выходной иногда день, выдаем вам бизнес-аккаунт, который вы активируете у себя в приложении, через приложение, и у вас появляется возможность получать онлайн-платежи почти любым способом, Apple Pay, Samsung Pay, PayPal, картой, и можете уже принимать платежи. И здесь мы заморочились. Если вы идете с продажами товаров на какой-либо рынок, то вам необходимо на этот рынок адаптировать свой интернет-эквайринг, да, если вы онлайн-оплату берете. И чтобы адаптировать его, необходимо довольно сильно заморочиться, потому что в тенге вы не можете принимать еще каких-то, скоринг банка надо пройти. Здесь мы все это прошли, и для вас вот предоставляем это. Такой немножко рекламный получился момент, но на самом деле вам тоже это предстоит пройти, и я думаю, вам придется выбирать какую-то систему, платежную в том числе, которая бы позволяла вам соединить эту платежную систему и товарные складские остатки и онлайн-витрину. Для того, чтобы продавать, вам необходима онлайн-витрина хотя бы одного товара, да, то есть страница одного товара, в котором бы была кнопка «Купить», и чтобы люди могли его оплатить. Вот это и есть уже электронная коммерция, когда вам онлайн-оплату производят. Если вам через Сбербанк онлайн закинули, это такой сомнительный онлайн-бизнес, это скорее такое гастарбайтерские отношения, которые у вас выстраиваются, да, там, ну, если мы говорим про зарубежные перечисления. И там довольно все равно сложно. И вот вам необходимо будет онлайн-платежи делать, и
это один из тех элементов, которые необходимо будет осуществить. Вот. Бизнес-модель продаж, когда, не имея собственные склады товара, продаешь товары через собственный канал, а доставку осуществляет владелец товара. Люба мне помогает. Спасибо, Люба. Да, дропшиппинг, это вообще дропшиппинг, откуда пришел к нам, это популярным стало в связи с развитием Amazon. Amazon, да, американский Amazon, куда ты товары просто на склад отправляешь и начинаешь продавать, потому что без склада прямо с дома сидишь на таком кресле и осуществляешь продажи, достаточно активные можешь продажи осуществлять. Вот, и за тебя какая-то компания, которая дропшиппинг тебе обеспечивает, осуществляет fulfillment, называется услуга fulfillment, это когда ваш товар берут, кто-то купил 2 штуки, кто-то 1 штуку купил, да, ваш клиент, его упаковывает соответствующим образом, могут в коробку 2 положить, 3 там, и прочее, и затем уже отправляют через логистическую службу на доставку. Вот, и в Бунтар мы с этим заморочились, и у нас есть партнеры, которые... У нас есть склад большой в Москве, под Москвой, огромный склад, огромный хаб, и вы можете отдать нам на наш склад, отгрузить свои книги, свои любые товары, в том числе из Якутии. Мы работаем со всеми регионами России сейчас, и вы можете отгрузить товары в Москву, к нам. Мы можем, в принципе, если это на территории Москвы и некоторых других городов, мы можем сами вообще забрать. У нас есть грузовики, которые это осуществляют. Да? Вот, и вы отправляете коробки своих товаров, они приезжают на склад к нам, и система принятия товаров на склад, на fulfillment, уже все сортирует, смотрит, проверяет и принимает по акту ваши товары. Дальше что вам остается делать? У вас уже есть бизнес-аккаунт, это мобильное приложение, где размещены ваши товары и ваши видео в нашем случае. Да? И это работает примерно так же, как и в Озон, например, или Wildberries. И теперь вы можете продавать онлайн, принимать оплаты онлайн, и всю головную боль по доставке товара, по упаковке товара, по отправке его человеку, по проверке того, чтобы он его получил через, например, инфраструктура дропшиппинга, она включает в себя, например, постаматы, да, чтобы через постаматы доставлять. И вот это у нас все контракты уже заключены, там, с Pickpoint и прочими вендорами, у кого в торговых центрах эти ящики маленькие, большие стоят. И действительно, чтобы продавать свои товары на всю Россию, конечно, вам необходимо использовать, как наш зритель сегодня сказал, дропшиппинг. Это потому что самому создать складскую сеть логистики нереально, да, и из Якутии отправлять там в Ярославль, например, какие-то, да, в Самару, какие-то частные покупки весьма трудоемко, по времени затратно, ну, то есть человеку окей ли будет там 2 недели ждать, или 3 недели. Вот, поэтому мы на всю Россию, если то рекомендуем воспользоваться складом в Москве, не обязательно нашим, можете любого другого найти, их не так много, правда, но можно найти. Вот, и с Москвы уже осуществляют доставку на всю Россию. К сожалению, даже во Владивосток мы возим из Москвы, товары из Якутии, когда продаем во Владивосток, возим из Москвы, а не из Якутска, хотя ближе было бы из Якутска. Это касается вот небольших товаров. Потому что дешевле, потому что быстрее, и система отработана. Вот. Поэтому если вы намереваетесь на всю Россию продавать, то это прежде всего, конечно, Москва, во-вторых, Новосибирск, тоже хаб хороший, ну и Владивосток, Хабаровск тоже неплохой город для локации хотя бы определенного запаса товаров, который будет покрыто фулфилментом, то есть упаковкой, отправкой конечному покупателю. Вот. Вот, еще немножко, наверное, стоит вернуться и рассказать про себя. У нас, я основатель, президент компании, ладно, пропустим. Вот, сегодня мы говорим именно в основном, в большей степени, именно даже не про экспорт услуг, а про экспорт товаров, да, именно физических вещей, которые необходимо отправлять куда-то и продавать куда-то. Инстаграм, привет. Вот. Вот, итак, резюмируя вступление. Почему
И что можно сегодня извлечь из нашего разговора? Так, мы доставляем уже в 70 стран, и мы это наладили за полгода. У вас тоже это получится. Вот, возможно, через нас еще быстрее получится. Да? Вот, товары можно доставлять по всей России, ну, прежде всего из Москвы. И есть такие услуги, как fulfillment, которые берут на себя вопросы упаковки и отправки к конечному покупателю каждого заказа, каждой покупки. Вот. И сегодня, как никогда, актуальный, конечно, вот этот способ продаж, о котором мы сейчас разговариваем. Так, и, кстати, вопрос, я отвлекусь на вопрос. Я правильно понимаю, есть платформа Shopify, она предоставляет витрины для магазинов онлайн, другие фишки для торговли. У вас, получается, есть собственная платформа с витриной для онлайн-продаж. Да, Андрей, у нас собственная платформа, огромная платформа, Bunta Live, Bonta, пишется так. И вы можете просто скачать приложение, завести туда за один день, за несколько минут свои товары, и начать их продавать. Если у вас продажи начинают идти хорошо, или вы уже знаете, что они пойдут хорошо, трафиком занимаетесь вы можете воспользоваться услугой нашего fulfillment. Наши услуги fulfillment – это подключение 5000 рублей, вы платите 5000 рублей, получается, и подключаетесь уже. Это разовый платеж. Дальше уже обычно клиенты сами оплачивают услуги доставки, поэтому вам это ничего не стоит. Поэтому дропшиппинг, который вы говорите, доставка товаров онлайн, продажи онлайн, рынок онлайн, бизнес никогда сейчас близок. Если вы думаете, что ваши родители были недостаточно умны и проворливы, чтобы воспользоваться 90-ми, например, да, то на самом деле сейчас именно такой, даже намного больше потенциал, больше перспектив, больше перспективы ситуация именно сейчас происходит. Если вы сейчас не воспользуетесь этим и не запустите собственный онлайн-бизнес, то вы глупцы. Глупцы или хорошие люди, которые профессионально развиваются в другой сфере, там, медики или там, другие сферы. Вот. И COVID-19 – это то, что сейчас случилось с марта месяца до этого года, уже 3 месяца, 4 месяца почти. И это величайший уравнитель. Мы сейчас в большей степени выступаем для Якутии, для отдаленных городов. Якутск – это отдаленный город, это как остров, да, который мы все любим. Вот. И ковид сейчас как никогда сильно уравновесил возможности. Это равные возможности, реально. Если раньше, я с скайпом пользуюсь с 2005, кажется, года, и онлайн-встречи всегда мне были удобны и, для многих вопросов, и необходимы, потому что в США я работал уже с 2005 года, например. И это было таким инструментом для меня привычным, что я даже запускал своего помощника в администрацию города Якутска для того, чтобы участвовать в совещании совета по предпринимательству, например. И меня выгоняли, моего сотрудника с ноутбуком, со скайпом, где я сижу, меня выгоняли, потому что говорили, что вы тут записываете онлайн, еще бола-бола, да, вот, в общем, это не работало буквально недавно. В 2007 году совсем практически не работало, я практически как скрытой камерой приходил, или как там приходилось живым человеком себя заменяя, вот так прям с экраном человек сидел, тогда более-менее человек терпел. Вот. И в целом, сидя в Якутске, было очень сложно там со всей Россией работать. В Москве, например, надо было находиться физически очень долгое время, потому что встречи все происходили там в кафе, в ресторанах и в офисах в Москве. Сейчас же эта ситуация с COVID-19, она уравновесила всех, и она уравняла всех, и у вас есть прекрасная возможность. Вот так же фон поставьте, любой фон, да, не надо обманывать, конечно, что вы там реально находитесь сейчас не совсем в лесу, но тем не менее, сейчас онлайн-встречи для всех привычны. Zoom, Skype, WhatsApp, видео, всем привычно, вы можете со всеми деловые переговоры легко проводить, и это позволяет вам максимально быть таким же предпринимателем, который находится в Москве и пытается бизнес на всю Россию запустить, находясь в Якутске. Поэтому все возможности сейчас открылись максимально. Сейчас лето – это пора, когда вы можете готовиться. Нас же любят долго запрягать, долго готовиться, потом запускаться. Поэтому вот у вас есть прекрасная возможность, пока такое тихое относительно время, летнее время, оно традиционно тихое в деловом плане. И
Это не значит, что жизнь не бурлит, но тем не менее, да, оно относительно тише, чем осенью будет. Поэтому у вас есть прекрасная возможность сейчас подготовиться к онлайн-бизнесу и начать продавать свои товары на Россию, СНГ и на весь мир. И очень часто продажа на Россию, СНГ и весь мир – это одно и то же. Либо только два уровня, по сути, есть. Мы думаем, что есть уровни постепенности. Да? На самом деле, довольно онлайн-бизнес не постепенный, он может в разные стороны резко-резко, амплитуда большая, может выстреливать. Поэтому, если вы заморачиваетесь кросс-региональными продажами, то есть вы хотите продавать не только в Якутии, не только в Якутске, не только вот рядом от микрорайона, где у вас стоит магазинчик или склад, или где вы сами живете, то заморочьтесь сразу тем, чтобы выходить в мир, чтобы иметь потенциал идти в мир. И вот, как Андрей спрашивает, у нас именно так, да, у нас есть мобильное приложение, скачиваете, заводите товары, покупаете бизнес-аккаунт, 7 дней 199 рублей. Это смешные деньги. Вот столько сейчас стоит вход в онлайн-бизнес, 99 рублей. Вот. И все. В общем, вы начинаете продавать. Вы отправляете на склад товары, если вы видите, что есть обратная реакция. Кстати, вот очень сильно в Якутии предприниматели, которые меня спрашивают советы и прочее, они слишком сильно готовятся. Да? То есть они думают, что если они хотят продавать в Москве, например, то им надо прилететь в Москву, привезти все товары в Москву, там, взять рефрижератор, в общем, там, закопать 3 миллиона рублей и только потом объявить о том, что я здесь, я продаю вот это, вот это, вот это. Это неправда. Вы можете здесь сидеть, ничего не вкладывать и начать пробовать продажи. Вот. И об этом мы сейчас попробуем сказать. У нас есть 3 шага. 3 шага для того, чтобы запустить онлайн-бизнес с продажами товаров на всю Россию и весь мир. 3 шага основных можете записать себе. Это домашняя работа, это подготовка тоже та самая. Я раньше его и пренебрегал в рассказе, когда я выступаю, потому что люди так слишком много готовятся. Но все-таки для успокоения души вашей включил этот шаг как основной. Это домашняя работа. Я чуть позже сейчас раскроем, что входит в нее. Домашняя работа, подготовка. Шаг второй – это пробный старт. Всегда начинайте с пробного старта. Это наиболее правильный и хороший механизм для старта любого дела. И пробный старт, он делает старт дешевым. Вот. И на самом деле еще само слово делает возможным это действие, потому что вы сами себе позволяете, разрешаете ошибки, потому что это пробный ведь старт. Я же попробовал только, да, я не вышел и потерпел неудачу, теперь я неудачник всю жизнь, и на мне никто не женится. Да? А именно это пробный старт, я всего лишь попробовал, и все хорошо. Поэтому пробный старт. И третий шаг – это уже масштабирование. Вот в такой стезе давайте мы поговорим. Домашняя работа, пробный старт, масштабирование. Вот. И давайте в домашней работе проведем, знаете, такой первый пункт. Это я его называю инвентаризация. Ну, так как я имею экономическое образование, меня немножко там исказили мое восприятие мира, и я немножко бухгалтерскими терминами пользуюсь. Это инвентаризация. То есть подсчет того, что у меня сегодня есть. Вот, ножки ходят, руки двигаются, рот говорит, не только ест, голова думает. Ну, по крайней мере, для начинающих предпринимателей обычно вот это основной набор, так сказать, ресурсов, которые есть, да, доступны. Вот, задница, 5-я точка, еще выдерживает сидение. Онлайн-продажа – это довольно сидячий образ жизни, сидящая работа. Продажи товаров на всю Россию, на весь мир неизбежно онлайн. Вот, поэтому запаситесь крепкой 5-й точкой. Вот, ну, либо научитесь как-то на корточках сидеть, как это, ну, на коленях сидеть, как это люди умеют сейчас делать. Вот. И в инвентаризации еще включите тут те основные 3 кита, на которых, в общем-то, и бизнес, и продажи держатся. 3 основных момента. То есть шаг первый мы рассматриваем, и внутри есть 3 основных момента, которые необходимо учесть. Это трафик, то есть трафик – это для всех супер важно. Да? Для ресторанов, даже офлайн, вот, которые продают, для них очень важен трафик. Почему? Потому что, кстати, я не слышу свой голос, простите, и поэтому, может быть, немножко противно, да? Ну, надеюсь, нет. Вот трафик,
если вы встаете с ресторана, то вы прежде всего наверняка посмотрите проходимость. Проходимость – это и есть тот самый трафик, ну, в офлайн понимании. В онлайн понимании трафик – это ваши социальные сети, это сколько вы администраторов WhatsApp-группы знаете, сколько в группах WhatsApp вы можете писать, как быстро вы можете найти партнеров на другой локации, которые имеют то же самое, но в своей локации. Возможно, вам не надо будет даже свою прям наращивать, а найти партнеров в этом плане. Партнеров найти довольно легко, на самом деле. Сейчас соцсети и прочее все развито, и можно быстро-быстро законтачиться и пробные, опять же, старты сделать, пробные шаги сделать. Итак, трафик. У вас должно быть понимание, что у вас трафика, что вы умеете по трафику. Окей, вы не профессионал привлечения трафика и не ведитесь слишком там на агентские услуги там по привлечению трафика. Если у вас нет азов понимания трафика, то, скорее всего, вы будете обмануты. Не потому что люди плохие, а потому что задачи плохо ставите. И вот из этой сферы, да, будет что-то такое непонятное. Поэтому с трафиком позаботьтесь о том, чтобы у вас было понимание, откуда у вас будут посетители с трафиком, разберитесь с трафиком, кто вам поставляет их потенциальных клиентов, где вы их ловите. И вот с трафиком связаны есть моменты объявления, ваши заголовки, то есть как вы привлекаете, да, людей. Мы, например, говорим таким образом: мы превратим зрителей ваших видео в покупателей. 30% каждый третий просматривающий ваши видео купит у вас ваш товар. Вот так мы примерно говорим. Ну, есть для разных аудиторий разные заголовки, и по-якутски даже заголовки, да, вот, и с ними надо работать. То есть, что вы предлагаете конкретно рынку, сделайте это. Вот. Дальше обработка этого трафика. То есть вот трафик – это ваши объявления, заголовки, там, баннеры, какие-то завлекающие тексты, какое-то рассылочное какое-то письмо. Да? И вот дальше вы уже привлекаете их на обработку трафика. То есть то, что конвертирует из человека, заинтересовавшегося, ну, заголовком просто, да, так, мне нужно онлайн-продажи, посмотрю-ка, что такое Бунтар Лайф, что за онлайн-продаж. Смотрит, и дальше уже конвертер. Это обычно лендинг-пейдж, одностраничный сайт, да, или просто сайт. Это может быть классно оформленный Instagram-страница, конвертер. То есть внимание завлекли каким-то заголовком, каким-то триггером, не знаю, голая женщина. Человек пришел, и вот что можно человеку, который интересуется голой женщиной, да, предложить. В общем, вы теперь уже конкретно предлагаете свои выгоды, то есть benefit, выгоды, которые клиент получит, работая с вами, да, покупая у вас. Вот. И этот обработчик трафика – это ваш сайт, это ваша страница Instagram, это ваша книга, ваш прайс красиво оформленный, ваша презентация, это ваш вебинар, возможно, это ваше видео, в котором вы классно презентуете свой продукт. Покупаете эту воду, эта вода добыта таким-то способом и прочее. И вот это то, что превращает человека заинтересованного в человека, где подробнее, или хочу купить. Вот. И здесь есть, конечно, тоже также подэтапы свои. И привет, сила России. Вот. И обработка трафика – это один из важнейших элементов, из 3 важнейших элементов, которые необходимо вам проработать для того, чтобы запустить продажи, да, на Россию, на мир. И вот запоминайте, да, трафик, обработка трафика и исполнение обязательств. С исполнением обязательств меньше всего проблем обычно, потому что наши люди так устроены, что они не идут продавать то, чего они не умеют, или то, чего у них нет. Поэтому я думаю, у вас здесь особых проблем нет. И исполнение обязательств, вот здесь вот в дропшиппинг, например, да, вот доставку, да, отрегулировать, это вот исполнение обязательств. Вы продали пульт, вы должны доставить этот пульт. И это надо отрегулировать. Это вот исполнение обязательств, это производство, это доставка, это постпродажное обслуживание. То есть вы должны техническую поддержку, моральную поддержку и прочую поддержку оказать своим клиентам, то есть исполнить все свои обязательства на 100%.
Понятно, да? Трафик. Откуда вы будете брать трафик? Как вы ее превращаете в покупателей и как вы исполняете свои обязательства. Вы же будете исполнять свои обязательства. И это касается всех локаций, куда вы собираетесь выйти. Вам необходимо на том языке, на который вы выходите, на том понимании речи и прочего. Если вы начнете также говорить, как в Якутии для покупателей из Самары, вы не преуспеете, скорее всего. Например, здесь там защити машину от холода, да, там супер. А там, возможно, будет другое, да? Сделать так, чтобы машина заводилась даже в холод. В Якутии, например, нет такой проблемы, как завести машину в холод, потому что она просто либо заводится, либо нет конкретно. Да? То есть здесь настолько холодно, что его просто не глушат. Поэтому нет проблем зимой, вообще не глушат. Круглосуточно работает двигатель. Вот нет проблем завести или не завести. Есть проблема там отогреть, прогреть для того, чтобы завести. Да? Это другая услуга. Но если вы, например, покрытие машины продаете, то здесь вы продаете просто вашу машину в тепле, там экономия, а там вы продаете, что машина заведется, да, в любую погоду. Вот. И разный оффер, то есть разная обработка трафика. Трафик, в принципе, везде одинаков примерно, и главное лишь таргетироваться, то есть где вы будете выходить. Если вы в Якутске продаете, то это, наверное, ЕКТ.ру и блогеры якутские, какие-то знаменитые места и знаменитые группы, паблики, какой-нибудь Чикой, там еще что-нибудь, что известно в этой локации. В принципе, абсолютно то же самое вы можете делать в любом другом городе России, абсолютно то же самое, только в тех каналах, которые там есть. Лучше всего, конечно, какого-то партнера, даже не 7 пядей во лбу, партнера, который бы знал, если покупать табуреты, то это Билмарт, например, он точно знает, например, да? Или в строительных, можно, 2 локации. Вот вы уже понимаете больше о рынке благодаря тому, что у вас есть простой партнер на локации, чем если бы вы сидели просто в Якутске и бы гуглили бы. Да? Хотя это тоже хороший инструмент. Просто Google, Яндекс, вы посмотрели, что, где, как самое популярное, и в этой площадке начинаете рекламироваться. Их словами стараетесь, да, их, это значит людей, которые в этой локации обычно находятся, и это позволяет вам с таким же успехом, как в Якутске, если вы делаете какой-то бизнес, выйти в любой город. В любой город. Момент исполнения обязательств. Вот этот момент обычно всех останавливает. Они думают, как я доставлю? Это же невозможно. Да? Ну, посмотрите на свой товар. Какой он? Если вы торты делаете, действительно, вам, наверное, будет сложно в другой город его отправить. Хотя я знаю примеры, когда люди делают торты в глубинке, классные, суперские, конечно, торты, эксклюзивные, очень мощные. И самолетом прям отправляют за 20-40 тысяч рублей торты, да, делают. Такое тоже бывает. Доставка тоже очень дорого стоит. Но это дешевле, чем, например, в той локации человек купит такой же торт внутри локации. Понимаете, да? В общем, есть такие моменты. То есть у вас есть шанс всегда, да, вот продажи онлайн, выйти на другой рынок. И нельзя его упускать, я считаю. Вы должны попробовать. А если же у вас товары такие, как вот пульты, вы из Китая возите какие-то товары, или у вас есть там ножи якутские, еще что-то, что может быть легко сохранено в долгое время, там, месяц, 3 месяца, полгода, и не потеряет своих свойств, не испортится, то, пожалуйста, отправляйте на fulfillment, скорее всего, в Москву, и оттуда продавайте. То есть сначала продавайте, попробуйте, посмотрите, вообще люди закупают или нет. Пусть даже оплачивают. Вы просто скажете, пока не можем доставить. И отмените сделку, то есть вернете деньги человеку. То есть пробно вы всегда можете сделать это без потерь. Если вы видите, что у вас уже 5 или 6 или 7 ножей там, или пультов купили в другом городе, поверьте мне, вот сейчас у вас нет такой необходимости, казалось бы, вот, идти в онлайн-продажи в другие города, но как только к вам поступит 50-60 тысяч рублей из других городов, и вы вынужденно вернете эти деньги, особенность денег в том, что когда вы даже чужие деньги взяли, а потом обратно их возвращаете, они как будто вы ощущаете все равно, что вот свои деньги отдаете снова, да? Это непереносимая боль,
которая позволит возбудить ваш мозг к тому, чтобы вы все-таки задвигались и запустили доставку на другие регионы. Поэтому ключ к продажам онлайн – это вообще запустить продажи, получить деньги, вернуть эти деньги, потому что вы, скорее всего, пока не сможете исполнить обязательства, но получить тот достаточный уровень боли, чтобы пойти и сделать. А пойти и сделать сегодня легко. Вот с Бунта, например. Мы из Якутии пока, наверное, единственная компания, которая предоставляет целенаправленно и находится с офисом в Якутске такие услуги, как вы нам звоните, мы вам говорим вот так, 3 шага. Возьмите в охапку свои товары, упакуйте их в коробку, отправьте к нам в Москву на склад. Мы бесплатно храним на складе. Все, теперь вы занимаетесь трафиком, онлайн-продажами, мы доставляем эти товары по всей России. Легко и просто, супер легко. Это как бандероль отправить. Можно даже из дома не выходить, к вам приедет курьер, заберет эти товары. Вот. И я не знаю ни одной причины, по которой вы до сих пор не продаете онлайн на всю Россию, при том условии, что здесь уже монтаж работает. Вот. Откуда вы берете трафика больше всего, от какого ресурса? Андрей, классный вопрос, спасибо, что ты их задаешь. Трафик больше всего, в нашем случае это мы, которые видим, это Инстаграм. Инстаграм, не обязательно платный трафик, но любой трафик, мы видим, что наиболее релевантный, наиболее горячий, теплый приходит из Инстаграма. Затем YouTube, это у нас есть особенность своя, да, у мы в видеоформате обычно предлагаем товары или как-то вот именно в видеоформате. С видеоформатом больше всего работаем, поэтому нам подходит, видимо, и из-за этого у нас превалирует трафик из Instagram. Вот. И YouTube, соответственно. И от партнеров очень много, да, тоже. У нас немножко особенность в том, что, да, мы продаем товары, у нас наши партнерские товары, а сами мы зарабатываем главным образом на том, что у нас есть онлайн-платформа, и мы зарабатываем на комиссиях. Комиссии у нас сейчас вообще нулевые, но от комиссии эквайринга, от партнера финансового, да, который часть нашей компании, 2,9% у нас эквайринг, интернет-эквайринг. Общая суммарная сумма эквайринга 2,9%. Это невиданно низко на самом деле, потому что тот же Яндекс.Касса подключает там недели 2, и то не факт, что подключит, и больше 3%, там, 3,5%, там, в каких-то случаях 4,5%. У нас 2,9% с первых копеек, которые вы зарабатываете. Это прям хорошо. И мы там в этом составе имеем ровно 1,01% наши доходы. Это формирует определенную какую-то доходность. Вот. Есть такой вид торговли приват-лейбл. Я могу наносить свой логотип на якутские ножи, и вы предоставляете услуги нанесения любого логотипа на товар, как будто бы этот товар создал я. Конкретно мы нет. У нас нет тех товаров, которые бы мы брендировали под вас, например, да, и мы онлайн-компания, мы онлайн все-таки, и консалт во многом стали компанией, потому что мы видим, что это востребовано рынком, люди классно могут презентовать в Инстаграм, например, товар, но реально вот трафик классно проникает научились, да, многие там блогеры или те люди, которые взаимодействуют с мини-блогерами и прочее. И обработка, в принципе, тоже неплохая. Люди у них спрашивают, даже в директ пишут, там, как купить, как что. А вот момент исполнения обязательств и момент вот перехода из обработки в исполнение обязательств, то есть момент оплаты онлайн, мало кто освоил. Мы видим, что примерно рынок настолько большой, что сейчас вот кто бы хотел, их 100%, и 20% что-то делает, а 80% вот, кто хотел бы и мог бы, да, у них все задатки, все условия есть для того, чтобы начать онлайн-бизнес, но из этих 100 только 20 что-то делают, более-менее, там, у двоих там хорошо получается, у 18, как-то. И вот мы работаем, прежде всего, из этих 20 и из этих 80 тоже, да, отрабатываем. И в этом плане вот насчет логотипа, нанесения, это можно делать, но не с нами, это с производителями надо делать. У нас же как, у нас коробки и упакованы как Бунтан Лайф, и мы их доставляем по всей России, по всему миру. 70 стран, куда мы доставили товары. Вот. И там есть множество своих особенностей в этой доставке. У кого-то там улица так пишется, у кого-то так, ошибки возникают. У нас была
после Нового года, вот канун Нового года, такая ошибка, как это да, человеческий фактор, технический фактор, такая ошибка, как новая деревня, есть такая под Ростовом, по-моему, такая маленькая деревня, там 6 человек живет, и мы доставили туда больше 500 посылок из-за ошибки в системе. 500 посылок, представьте себе, вот деревня, там почтовое отделение маленькое-маленькое, и к ним 500 посылок начало, в течение недели-двух, наверное, пришло 500 посылок. Это был самый странный Новый год для них. Вот, им, конечно, пришлось это все обратно выслать, но я думаю, в истории этой деревни мы запомним упаковки Бунтарлаев, 500 штук, и там с чем-то, и 500 штук, да, и люди были поражены, насколько мы поняли, как-нибудь снимем про этот фильм, я надеюсь. Вот, мы к завершающей стадии идем, вот. И масштабирование. Насчет масштабирования мы сегодня говорить будем немного. То есть первый шаг – это домашняя работа. Вы готовитесь, инвентаризацию проводите, инвентаризацию того, что у вас есть, в том числе по трафику, в том числе по обработке трафика и по исполнению обязательств. Как вы с этим справляетесь? Что у вас есть на сегодняшний день? Также в домашней работе посмотрите, что такое смарт-цели. Да? Смарт-цели – это, знаете, да, метод постановки целей. Если у вас нет четких целей на короткие периоды времени, то концентрации, скорее всего, внимания и прочего не хватит для того, чтобы действительно выстроить бизнес. Вот. И смарт-цели, они очень помогают. Это аббревиатура specific, я здесь вот свои записи посмотрю, то есть конкретный. Ваша цель должна быть конкретной, да? То есть что конкретно вы хотите. Не стать богатым, а сколько денег, заработать денег, например, да? Что-то вот в таком духе. Measurable, измеримый, то есть у вас должна быть четкая измеримость, сколько граммов весить, так сказать. У вас должна быть достижимость соблюдена, то есть цель не должна быть таким, охватить сразу весь мир, да? Хотя вы, да, имеете эту цель на долгий горизонт, но на короткий горизонт надо цели ставить такие достижимые, реальные. То, что вы не знаете, как сделать, но думаете, что все-таки получится. Вот, достижимость. И значимость для вас. Значимость для вас означает, что у вас поджилки трясутся от того, что от мысли, что это, возможно быть, когда-то получится, когда-то реализуется. И если вот поджилки трясутся, значит, скорее всего, эта цель для вас значима, и с ней стоит поработать. И это необходимый элемент цели. Без этой тряски поджилок, так сказать, цель не будет вас возбуждать, и вы, скорее всего, забудете о нем через 2 или 3 дня. Вот. И срочный, то есть по времени. Итак, что конкретность, измеримость, достижимость, значимость конкретно для вас и срочность. Срочность, то есть никогда не будет, там, когда уже от старости умирать начнете, а вот через 2 недели, через месяц, через 2 месяца. Ну, на больший горизонт особо не планируйте. План имеете, конечно, в закрома, но цели, смарт-цели, по крайней мере, по этой технологии, по смарт-технологии ставьте на 2 месяца максимум. Этого будет прям достаточно. Вот. Тем более сейчас COVID-19, мы не можем планировать, как мы видим, на очень большие сроки. Да? Вот. Поэтому, Эркен, здорово, привет, Эркен. Где ты? Приезжай к нам. Вот. Я тут выступаю по поводу продаж на всю Россию, СНГ и мир. Вот. И нетворкинг – это коммуникационные усилия, которые вы предлагаете для того, чтобы выйти в продажи, онлайн-продажи по всему миру, по странам. И если у вас нет знакомых в другом городе, с которым вы можете начать общаться, я не знаю, сможете ли вы продавать там. Немедленно сегодня же заведите 1-3 знакомых в других городах, которые примерно около бизнеса люди. Да? И почему люди, предприниматели, очень сильно ратуют за то, чтобы много предпринимателей было, это еще и такая закрома мысль, что когда-то мы будем взаимодействовать и вместе работать, и это поможет нам двоим бизнес выстраивать более эффективно. Бизнесмены – это на самом деле такие люди, которые они лучше, чем депутаты, потому что больше хотят, чтобы вы богатели как люди, просто люди, потому что больше покупают, больше предпринимателей денег, и
Во многом. Я, в общем, радуюсь за то, чтобы больше предпринимателей было. Пусть со мной конкурировать, это окей, это для меня хорошо. И я приглашаю всех вот в эту сферу, в предпринимательство. И Saham Innovation — это про инновационный бизнес еще во многом, да. И я вижу, что якуты, да, вот якутяне, люди, которые из Якутии, вот в этом острове, в этом холоде, закаленные люди, когда приходят в любую из сфер, почему я сегодня не говорю только там про IT или про что-то такое там, космическое, потому что это вызов, да, Сергей, это вызов, Сергей, Эрка, это вызов, приходи, Кель, кофе попьем. Вот, Ленина 1. Вот, у меня есть маска, я тебе одолжу. Вот, поэтому нетворкинг развивайте. У вас должны быть хотя бы 2-3 контакта сегодня созданы. Это мое вам задание, чтобы вы сделали эти контакты. Потому что даже любой самый слабый, скажем так, ну, нельзя так про людей говорить, но слабый контакт, который вроде как только такой как искорка, да, зажглась, просто вы через Facebook нашли кого-то, который занимается чем-то в сфере, которая вам интересна, и говорите: слушайте, я хочу продавать свои ножи у вас, например, да, и начинаете вот дуть на это. И поверьте мне, и поверьте вот тем лесным пожарам, которые сейчас происходят, из-за искры может пожар разгореться. Но в данном случае в хорошем смысле. Да, вы сможете продавать в огромных объемах, если будете не жадным и сможете нетворкинг реализовать. Вот. Маркетинг. И вот тот самый трафик, да, и обработка трафика. Вот это все вместе называется маркетинг. Ну, для меня, по крайней мере, так. На самом деле, и это тоже маркетинг, да, постпродажное обслуживание, чтобы резонировал человек, который у вас что-то купил, что-то получил, чтобы он так резонировал, чтобы это вызывало снова трафик, и вот так циклично, да. Конечно, это все маркетинг, но прежде всего начальные стадии маркетинга — это вот здесь, это обработка и привлечение трафика. Вот. И здесь супер важно потратиться на какой-то дизайн. Ну, не надо просить там, не знаю, второго парня, шестой знакомой девушки там что-то сделать. Просто купите услугу, это не так дорого стоит. Дизайн того, чем вы занимаетесь, что вы продаете. Вот сделали как у малярку такую, и отдали это дизайнеру, он вас, если это хороший дизайнер, и вы ему платите деньги, он вас закошмарит вопросами так, что вы все-таки сделаете более-менее нормальное техническое задание, скажем так, на объявление просто, да, и вы сможете, Толемен, привет, вот, и вы сможете действительно начать продавать, потому что люди любят глазами, да, во многом, ну, ушами тоже, но это уже видео, вот. И важно вот быть везде, да, вот по трафику много мест, много каналов, там 3000 каналов. Это норма для бизнеса, и вам необходимо это делать. Мы не везде сейчас, но я надеюсь, что мы справимся. Вот. Воспользуемся собственным советом. Вот. И делайте право ошибок. Мы много ошибаемся, это нас иногда поддых, конечно, дает, но в целом мы достаточно толерантны, лояльны к ошибкам, и я предлагаю вам тоже простить себя заранее. У вас не будет суперкачественного продукта в начале. Продукт как целостность, да, может быть, нож классный, но доставка у вас будет через на бикрень. Удовлетворение, там, постобслуживание будет на бикрень. То есть в целом продукт будет так себе, честно говоря, да? Но не обращайте на это внимания, позвольте этому случиться, пусть вас немножко будут ненавидеть, но постепенно вы, если вы не будете сдаваться, вы сделаете так, чтобы вас любили. Да, вот, в общем, ну и не все же обязаны вас любить, да, на самом деле. Вот, поэтому позвольте себе ошибаться, и это один из ключей к тому, чтобы начать продавать вовне. У нас люди очень сильно, ну, так как мы про Якутию, прежде всего, сегодня говорим, то очень сильно ответственно, это хорошо, но это играет иногда злую шутку с самим человеком, который: «О, Коля, привет!» Говорим про продажи на всю Россию и мир. Вот, и
Поэтому не делают первых шагов, потому что боятся, что там в шестом шаге там плохо, да. Вот, позвольте себе ошибаться и делать пробные шаги, пробные. Вот. Это вот все элементы домашней работы. Скооперируйте это и себе прям в календарь запишите, или в WhatsApp сами себе напишите, или маме напишите, она вас заколебет, если даже не поймет, что вы написали, но с вопросами, что же вы имели в виду. Она много раз вам напомнит, поэтому напишите прямо сейчас маме, и вообще хороший повод обратиться к маме без повода, да. Напишите, познакомиться с 3 людьми из других городов. Если вы девушка и еще не замужем, наверное, она еще и обрадуется, что вы все-таки решили расширить поле ореола поиска суженого. Но не будем только об этом, да? Но если вы мужчина, если вы женщина, замужем и так далее, без разницы, напишите маме, это будет просто приятно. Напишите маме вот эту задачу, познакомиться с 2-3 людьми в другом городе. Напишите, просто напишите. И там дальше уже вы не забудете эту задачу. И я думаю, Политоус, тоже привет. Вот Егор, привет, вот великий дизайнер Егор. Вот, кстати, хочу с тобой видеться. Вот, и пробный старт. Право ошибок, и это шаг 2. Шаг 1 – домашняя подготовка, домашняя работа. И первое домашнее вам задание, которое вы должны сделать, это написать, что вы хотите познакомиться с какими-то людьми из других городов, 2-3 человека. Помните, измеримость, конкретность, срочность на этой неделе. Можете сегодня написать, да? И это будет уже срочность. Значимость, наверное, значимо будет для вас. Это другой человек, знакомый из другого города. Это значимо всегда. Хоть и кажется, что не значимо. Но если личный контакт, то, что вы подглядываете в Инстаграм из людей из других городов, это не счетово. Общайтесь с ними в личном контакте, еще желательно вообще видеозвонок. Вот. Это будет очень необычно, но скажите, что вас достала самоизоляция, что вы уже полностью десоциальный человек, и звоните и домогаетесь людей через видео. Ну, главное, одетые, да, не голые. Поэтому люди воспримут это, я думаю, нормально. Измеримость конкретно есть, 2-3 знакомых, конкретность, да, знакомство, и примерные сферы, которые вам интересны. Вот ваше домашнее задание. И вот пробный старт вместе с этим человеком. Викуся, вот Украина. Это вот мой нетворк в Украине, в Киеве. Привет, Вика, как жизнь? Вот. Что-то тут говорит, видео закончилось. Странно. 1 час прошел. Все, я сейчас закругляю, значит. Так, здесь что с этим делать? Ну ладно, я просто нажму. Вот. Поэтому вот так. И 3-й шаг – это масштабирование. Я думаю, в следующих разговорах, в следующей беседе, в следующем выступлении мы его более подробно рассмотрим. Но в целом, чтобы предвосхитить, чтобы вы понимали, масштабирование – это уже после того, как вы отработали некую систему продаж, вы хотите ее переформатировать таким образом, чтобы продаж было много, очень много, чтобы были люди на позициях, которые отвечают за определенные процессы. И вот это и есть масштабирование, когда у вас автоматизация происходит процессов. Потому что без автоматизации процессов, не обязательно в механическом плане, да, автоматизации, но и в человеческом плане, когда вы делегируете свои обязательства, когда вы отвечаете уже на звонки не сами там, и прочее, это и есть масштабирование, когда вы автоматизируете процессы, документируете его, скорее всего. Ну, для автоматизации необходима документация, бывает. И вот это вот про масштабирование будет. Поэтому сегодняшнее выступление хотелось бы подытожить тем, что... Кстати, Андрей, у вас классные вопросы были. Я подарю вам на месяц, 2 месяца бизнес-аккаунт в Бунтар и бесплатно дам подключение к логистике, к нашему fulfillment складу. Звоните, пишите через организаторов, и такой подарок от меня будет. Вот. Так. Вот, в общем, так. Я надеюсь, вы получили какие-то наши... мы преследовали сегодня цель этой встречи. Это мотивировать вас на конкретные действия. Я терпеть ненавижу людей, которые что-то говорят, но не действуют.
говорят уже хорошо, конечно, но если они не действуют, то это уже плохо становится. Даже то, что говорят, плохо становится. Да? Поэтому действуйте. И я надеюсь, вы сегодня получили какой-то пинок, если даже в записи посмотрели на действие, что это возможно. Вот. И, кстати, вот около 50 тысяч книг, о которых я говорил, это около $1 миллиона, да, вот в обороте. Там еще аудиоверсия была и прочее, прочее. Если посмотреть, это около $1 миллиона оборота от одной книжки, от одной книги, понимаете? А товаров много, их можно много разных продавать и большие обороты иметь, и небольшую свою прибыльность там включить, и уже не бедствовать, да? Если вы работаете по найму за 50, за 100 тысяч рублей, то всегда знайте, что у вас есть альтернатива этому, и работать по найму – это неплохо, это классно. Можно там самореализацию суперскую сделать, и во многом по найму работа, как сказать, более предпочтительна для большинства людей, и это классно, это супер. Но даже работая по найму, вы можете применить какие-то предпринимательские позывы и применить это уже в компании, в которой работаете. Это будет здорово, я думаю. И я надеюсь, такую мотивацию вы сегодня получили, и я постарался вам этот пинок дать бесплатно. Вот. И руководство в 3 шага, да, насчет домашней работы, насчет пробных шагов, когда вы объявление размещаете где-то и начинаете, и нетворк выстраиваете, да, какой-то конкретные сроки, смарт-цели, и готовитесь к масштабированию. Надеюсь, вы это все усвоили. И насчет 3 китов, которые, да, по трафику, обработка трафика, исполнение обязательств, и что есть маркетинг. Надеюсь, вы все это усвоили и примените уже сейчас. Да. Да, Люба говорит, что работа по найму – это тоже опыт и навыки. Вообще, с людьми, которые не работали никогда по найму, обычно невозможно работать и трудно общаться. У меня работают ребята, например, в команде, да, частью команды, частью моей души являются люди, которые где-либо, когда-либо работали по найму. Те, кто не работал по найму, а сразу пришли к нам, обычно это невыносимые люди, у нас довольно такое лояльное отношение, довольно гибкий график и прочее, прочее. И люди, которые не работали вот на жесткой достаточно вот дисциплине, например, они невыносимы становятся. Поэтому я бы рекомендовал сначала работать по найму, и если вам не подошло или вы видите, что можно что-то еще, то идти дальше в предпринимательство. Вот, я ненавижу во многом, я сегодня много использую таких слов, чтобы просто амплитуду увеличивать. Это не означает, что действительно я сижу и там проклинаю, да? Но таких людей, которые бы говорили, я только бизнес и больше ничего. Не люблю таких людей. Я вот готов работать и, положа руку на сердце, Макдональдс. В больших городах это считается позором, я готов к этому. Да? Таксистом я не готов работать. А вот Макдональдс, там, стоять на кассе, продавать, на рынке продавать, без проблем. Если прижмет, я готов к этому, я вижу свою готовность к этому, и меня не будет колбасить, если придет одноклассник более успешный и купит у меня мороженое, как у продавца, например. Я не вижу в этом проблем. Во многом, потому что я не знаю почему. Не знаю. В общем, дорогие друзья, где бы вы ни находились, на какой бы позиции ни были, по найму работа, в предпринимательстве, школа, закончили только, участник марафона, свой стартап, вы знаете, что, скорее всего, вам необходим опыт работы по найму, всегда знаете, скорее всего, необходим. Это дает ничем не выветриваемые навыки, которые вам понадобятся по жизни, и оценить то, что есть, тоже, да, это позволит лучше. Вот. Всем огромное спасибо. Я надеюсь, что сегодня было вам интересно. Про мультилокализацию бизнеса скажу пару слов, вижу свои заметки. Помните 3 момента: трафик, обработка трафика и исполнение обязательств. Вот это адаптировать на Якутск, адаптировать на Самару, на Владивосток, это и есть мультилокализация бизнеса. И партнерство, люди, которые с вами работают и получают какие-то доходы от того, что и живут, скорее всего, в этой локации и получают доходы от вашей совместной деятельности, это и есть мультилокализация вашего бизнеса.
И не будьте жадными, не надо вот сидеть здесь и трубку закидывать на мир там, или куда-то и думать, что так можно зарабатывать. Вы должны понять, как вы можете сделать хорошо тем людям, которые находятся в той локации. Как ваш продукт, ваши товары сделают жизнь лучше тех людей, как вообще сама сущность вашего бизнеса сделает лучше жизнь тех людей, которые живут в той локации. И это будет включать, скорее всего, партнеры, которые будут также обогащаться и развиваться благодаря вашему бизнесу, благодаря тому, что он примкнул к вашему бизнесу, или вы сделали что-то действительно совместное и вот растете. Поэтому не будьте жадными, будьте действенными, будьте замотивированными, не ждите ничего, вы слишком долго всего ждали, я думаю, действуйте сегодня. Первая задача у вас уже есть, первое домашнее задание. Отмотайте на 10 минут назад, вы увидите подробности этого задания. С мамой связаться и заодно себе напоминание сделать, которое вам мама не даст. Вот. И меня зовут Сергей Протопопов, я основатель и президент компании «Бунтар». Я был счастлив сегодня выступать перед вами. Спасибо большое, до новых встреч. Спасибо.